Уважаемые сограждане, соотечественники, друзья! Сегодня я обращаюсь к вам от имени Народного движения «Демократический выбор Туркменистана», чтобы поднять один из самых острых и болезненных вопросов нашей страны – состояние судебной системы Туркменистана. Эта система за десятилетия была превращена в инструмент репрессий, страха и несправедливости. Мы все прекрасно знаем, в Туркменистане не существует независимой судебной власти. Судьи назначаются исполнительной ветвью власти, находятся под полным контролем администрации президента и не защищают интересы народа. О независимости судов и речи быть не может, а значит, и справедливого суда в стране нет. Каждый из нас слышал, а многие испытали на себе, людей осуждают без достаточных доказательств и без соблюдения элементарных норм правосудия. Меры пресечения чрезмерно суровы и часто применяются без оснований. За незначительные правонарушения, такие как употребление насвая, люди получают реальные тюремные сроки до 5 лет, тогда как должны нести лишь административную ответственность. Тысячи граждан были осуждены по сфабрикованным делам лишь потому, что отказались платить взятку или стали неудобны властям. Мы должны добиваться гуманизации уголовного законодательства, перехода от репрессивной модели наказания к системе профилактики и социальной реабилитации. Амнистия, которая должна быть актом милосердия, в Туркменистане превратилась в рынок. Чтобы попасть под амнистию, семьи вынуждены платить взятки. Матери, жены, дети продают последнее, чтобы освободить своих близких, которые зачастую вообще не должны были оказаться за решеткой. Это не правосудие, это коррумпированная машина подавления, создана для запугивания народа и подавления инакомыслия. Мы заявляем, множество граждан были осуждены несправедливо. Их семьи страдают, а сами осужденные томятся в заключении без вины. Эти люди должны быть освобождены и реабилитированы. Их имена должны быть очищены. Мы не должны стыдиться своих близких, если они стали жертвами репрессий. Напротив, мы должны гордиться тем, что боремся за правду и справедливость. Мы, как народное движение, требуем немедленных и реальных реформ. Судебная власть должна быть полностью независимой от исполнительной власти. Назначение судей должно проходить с участием гражданского общества и профессионального сообщества, а не по указу сверху президента. Все уголовные дела, особенно вынесенные без достаточных доказательств, должны быть пересмотрены. Все жертвы политически мотивированных и коррупционных приговоров должны быть освобождены и реабилитированы. Коррупционные схемы в судебной системе от продажи приговоров до амнистии за деньги должны быть разоблачены, а виновные привлечены к ответственности. Я обращаюсь к каждому гражданину Туркменистана. Не бойтесь говорить правду, не бойтесь бороться за справедливость. Если ваш сын, брат, отец или друг осужден по ложному обвинению, это не ваш позор, это наша общая трагедия. Позор – молчать и смотреть в другую сторону. Мы призываем международное сообщество обратить внимание на систематические и массовые нарушения прав человека в Туркменистане. И мы, как народ, заявляем, президент Туркменистана должен ответить перед народом за разрушенную судебную систему, за коррупцию, за политические репрессии и за страдания тысячи невинных людей. Мы больше не намерены терпеть узурпацию власти кланом Бердымухамедовых, который уничтожил государственные институты и разрушил основу правового государства. Мы должны потребовать от президента ответа на вопросы, волнующие народ. Если он не готов ответить на эти вопросы, он должен уйти в отставку. Если и этого не произойдет добровольно, мы должны инициировать процедуру импичмента и провести свободные, прозрачные и честные выборы, чтобы сформировать власть, опирающую на волю народа. Мы также требуем немедленного освобождения всех граждан, которые удерживаются под стражей по политически мотивированным или бездоказательным делам. Да здравствует свободный Туркменистан! Да здравствует свободный народ Туркменистана! Да восторжествует справедливость! Да будут услышаны голоса всех тех, кто слишком долго молчал. Спасибо.